Здравствуйте, в эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Коротко о главных событиях. Юрий Трутнев заявил о необходимости старта выпуска самолета «Байкал». Ожидается, что такая техника станет основой современной региональной авиации России. За летний сезон на воде в Якутии погибло 73 человека. Расскажем, кто становится жертвами стихии и как не пополнить печальную статистику. В Якутии презентовали книгу о государственном и общественном деятеле Владимире Членове. Книгу составила жена политика. За добросовестный труд сегодня вручили государственные награды сотрудникам НВК «Саха» в связи с 60-летним юбилеем якутского телевидения. Автограф души. В Национальном художественном музее Якутии откроется выставка Олега Ковалевского. Она посвящена 95-летию со дня рождения художника. Юрий Трутнев провел совещание по вопросам реализации проекта ЛМС-901 «Байкал» на Дальнем Востоке и его поставок для авиакомпании «Аврора». Вице-премьер поручил предоставить сопоставительную таблицу между самолетом «Байкал» и Ан-2. Должен быть надежный самолет, который будет обслуживать людей, помогать повышать авиационную доступность населенных пунктов Дальнего Востока, отметил Трутнев. Проект «Байкал» разрабатывался с использованием современных технологий и компонентов. Ожидается, что самолет «Байкал» станет основой современной региональной авиации России и успешно заменит устаревающий легендарный Ан-2, а также будет пользоваться спросом за рубежом. Не надо сразу выпускать самолет, который будет обладать всем комплексом преимуществ, которые только можно себе представить. Но это должен быть надежный, экономичный самолет, который будет обслуживать людей и помогать повышать доступность населенных пунктов Дальнего Востока. А потом, дай бог, разбогатеем, будем увеличивать комплектацию и делать его все более совершенным. И по уточнению тех опций, которые необходимы компании в целях обеспечения безопасности пассажиров, обеспечения нормального использования воздушного судна. Вот в течение недели все эти предложения надо сводить, потому что уже необходима финансовая модель, уже необходимо начинать выпуск самолета, а не просто разговаривать о его выпуске. Спасатели Якутии ищут рыбаков, пропавших в Сунтарском улусе. В поисках участвуют профессиональные спасатели и местное население. И, к сожалению, этот случай не единственный в республике. Кто становится жертвами стихии и как не пополнить печальную статистику, узнавал Александр Хавренко. С 27 сентября навигация маломерных судов завершилась в северных районах республики. А 9 октября закрывается в центральных и заречных. Но, несмотря на все запреты и предупреждения, владельцы лодок и катеров продолжают выходить на реки, подвергая свою жизнь опасности. С начала года на реках Республики Саха-Якутия жертвами водной стихии стало 73 человека. Аналогичный период это 67 человек было. Из них 10 детей до возраста до 16 лет. Ну, большинство случаев к трагедии привело несоблюдение мер безопасности на воде, а дети в момент происшествия оставались без присмотра взрослых. Без малого 2 недели идут поиски пропавших рыбаков в Сунтарском улусе. Спасатели-водолазы обследовали акваторию, но результатов поиски пока не принесли. Пятца пропали 23 сентября. Поиски начались сразу с 24-го силами Нюрбинского поисково-спасательного отряда. Они 24-го прибыли и с помощью гидролокатора бокового обзора начали сразу обследование на реки, в месте, где примерно потерялись рыбаки. Потом к поискам подключились из города, приехали водолазы. Обследование на реки с помощью водолаза происходило в тех местах, где показал гидролокатор бокового обзора вероятное нахождение тел, но на данный момент результатов нет. Чаще всего жертвами стихии становятся те, кто пренебрегает элементарными мерами безопасности. Не сообщает о месте, куда отправляется, не берет или не заряжает мобильные телефоны, не оговаривает время обязательного выхода на связь. Самое опасное – это неправильное ношение спасательных жилетов. Все одевают жилеты, соответственно, не по технологии. У каждого жилета есть свой регламент, насколько на вес, какой этот объем должен одеваться.
И, соответственно, одевать все лямки, межпаховые лямки. Соответственно, жилет надо одевать полностью всеми замками. Нынешняя осень выдалась очень ветреной, и даже опытным судоводителям порой трудно справиться со стихией. Поэтому главный совет – не рисковать и убрать свое судно до следующей навигации. Александр Хавренко, Радомир Сергеев, Иван Сорокаумов, Сунтарский улус, Якутск. Власти Якутска внесут изменения в генеральный план и предусмотрят в бюджете на 2023 год средства на реализацию утвержденного президентом России мастер-плана города. Приоритетные задачи по его исполнению глава Якутии Айсан Николаев обсудил на встрече с мэром Якутска Евгением Григорьевым. В ходе встречи поднимались вопросы строительства жилья взамен аварийного, благоустройства общественных территорий, реконструкции уличного освещения. Были затронуты и вопросы финансирования строительства объектов мастер-плана Якутска и включения их в инвестпрограмму республики. Финансирование мастер-плана Якутска составляет более 500 миллиардов рублей. При этом наибольший объем средств будет направлен на переселение к 2030 году всех граждан из аварийного жилья и реализацию проектов комплексной жилой застройки. Основные направления налоговой политики и актуальные вопросы налогообложения будут рассмотрены на первом Дальневосточном налоговом форуме в Якутске. Сегодняшняя задача участников круглого стола заключается в поддержке местных предприятий, переходящих в категорию крупного бизнеса, а также в запуске льготного переходного режима налогообложения и в создании новых рабочих мест. Подробности узнаем в следующем сюжете. Развитие экономики невозможно без предпринимательства. Являясь главной составляющей рыночной экономики, развитию бизнеса уделяют особое внимание и оказывают определенные меры поддержки. Проводится много работ, способствующих развитию предпринимательства. Работает специальная государственная программа по развитию предпринимательства и туризма Республики Саха-Якутия. Также, конечно же, оказываются меры налоговой поддержки предпринимателям. Условия Крайнего Севера и приравненных к нему местностей зачастую не учитываются, создавая определенные сложности. Транспортировка, издержки, дополнительные расходы по итогу повышают себестоимость выпускаемой продукции и услуг. Однако на каждую проблему найдется свое решение. У экспертов уже есть предложения, которые они планируют обсудить во время круглого стола. Есть специфические вопросы, они связаны с особенностями климатическими, территориальными Дальнего Востока и Крайнего Севера. И один из важных вопросов – это вопрос повышения возможностей, расширения возможностей для использования предпринимателями, компаниями упрощенной системы налогообложения. Нужно дифференцировать те лимиты, которые установлены сегодня на федеральном уровне, для различных регионов, в первую очередь для районов Крайнего Севера и Дальнего Востока, потому что все-таки и расходы другие, и цены другие, поэтому нужно ввести определенный, своего рода северный коэффициент. Предприниматели – один из основных доходов государственного и местного бюджетов, и многие из них испытывают трудности, в особенности при переходе из категории малый и средний бизнес в крупный. В такой ситуации они теряют право на льготные режимы налогообложения и испытывают сильные трудности до тех пор, пока не будут оформлены новые льготы уже в качестве крупных компаний. Дальневосточный форум нацелен как раз облегчить нагрузку при данном переходе. Уже несколько месяцев мы прорабатываем сейчас научно-экономическое обоснование нашей методики по увеличению предельных размеров доходов для применения специальных налоговых режимов, в частности для применения упрощенной системы налогообложения. Наше научное сообщество, наши уважаемые эксперты приходят к выводу о том, что необходимо обязательно применять региональную дифференциацию. Участники форума – высококвалифицированные специалисты не только Якутии, но и многих регионов страны. Я очень рада тому, что в этом форуме участвуют еще наши ученые, региональный институт экономики. И я очень надеюсь, что с помощью них мы сможем написать обоснования очень обдуманные, с четкими цифрами для того, чтобы увеличить лимит порога. Это позволит нашим предпринимателям нашей республики развиваться еще сильнее, быть в рамках правового поля и не совершать каких-либо налоговых правонарушений, позволяя быть в той системе, которая позволяет им платить наиболее выгодные налоги. По итогу форума будет составлена резолюция. В ней будет содержаться информация по имеющимся проблемам и способам их устранения. Она будет направлена всем заинтересованным лицам, органам региональной и федеральной власти, а также законодательным представительным органам. Марина Захарова, Семен Семенов, Якутск.
Если вам не безразлична судьба других людей, то стоит задуматься о разработке проектов по повышению качества жизни населения для участия в международной премии «Мы вместе». Проверить свои силы может каждый желающий. Это и граждане старше 14 лет, НКО, представители сфер бизнеса и медиа и волонтеры, благотворительные фонды, госучреждения, индивидуальные предприниматели, госкорпорации, блогеры и многие другие. Конкурс нацелен на поддержку общественно значимых инициатив по оказанию поддержки и помощи населению всей страны. Он проходил по 3 номинациям: волонтеры, НКО и бизнес. На данный момент завершился региональный этап премии, по итогам которой было выявлено 15 победителей от Якутии. Всего в этом году республика представила на конкурсе около 200 проектов. Наш проект «Волонтеры Саха» – это проект. В рамках этого проекта волонтеры помогают нашим землякам, которые проходят лечение в госпиталях Министерства обороны в центральных городах России. И волонтеры готовят еду, посещают наших земляков, раненых в госпиталях. Также ведем сбор денег, средств для приобретения госпитальных наборов, куда входят предметы первой необходимости. История о жизни видного человека развернулась на страницах книги, презентованной в историческом зале Национальной библиотеки Республики. Владимир Михайлович Членов посвятил всю жизнь развитию самого большого региона страны. В книге «Быть первым» соратники, коллеги, друзья и семья расскажут о том, каким человеком был Владимир Михайлович, какими качествами обладал, в чем был силен, что больше всего в нем ценилось и какой вклад он внес в социально-экономическое развитие нашей республики. На презентации были затронуты несколько блоков основных этапов жизни государственного и политического деятеля, являющиеся лишь небольшой частью 100 воспоминаний, затронутых в книге. Главным редактором-составителем выступила супруга Владимира Михайловича Ирина Членова. Книга просто исключительно человечная. 100 воспоминаний. И каждое воспоминание чем-то добавляет черты характера, его деятельность, как человека, как общественного деятельности. Вот. Человек, который родился в далеком Абдулино Оренбургской области, прилетел в армию в Якутию, в Тикси, и навсегда остался здесь. Я не знаю второго такого человека, который так любил нашу Якутию. В Северо-Восточном федеральном университете прошло торжественное закрытие сезона производственной практики строительного студенческого отряда «Дорожник». С 16 июня в республике начинал работу сводный стройотряд. По итогам строительного сезона практику в дорожных организациях республики прошли 104 бойца. Подробности в следующем материале. На протяжении 2 месяцев студенты работали на объектах реконструкции, капитального ремонта и содержания федеральных трасс Колыма и Вилюй. Бойцы стройотряда трудились в 19 ключевых предприятиях дорожного хозяйства республики. После первого курса обычно мы студентов устраиваем дорожными рабочими. После второго курса мы стараемся их закреплять за приборами, специальными приборами, которыми работают на наших дорогах. И после 3-го курса мы их прикрепляем за начальниками участков, прорабами, чтобы они могли работать с проектной документацией, с исполнительной документацией. Студенты проходят практику в самых разных точках Якутии. Ребят официально трудоустраивают, они получают полноценную заработную плату, предоставляется питание и проживание. Я производственную практику проходил в Горном Улусе у трассы Упрдор-Вилюй на 72-м и 99-м километре. У нас пропитание было бесплатно, проживание тоже бесплатно в вахтовом поселке. В основном работали разнорабочими. В этом году я проходил в городе Мирном, МУАТ АК «Роса». Работа заключалась в разметке дорожной разметке. Желание, конечно, после окончания учебы также пойти, скорее всего, может и вахтовым методом работать, либо также здесь устроиться в Якутске. Управление дорог Вилюй сотрудничает с университетом и предоставляет площадки для практик более 10 лет. После окончания университета отличившихся на практике студентов охотно трудоустраивают. Ребята, которые очень хорошо себя проявляют в работе на объектах, и кто, самое главное, не боится трудностей и готов поехать или на север, или в Ленский район, в Мирнинский район. Допустим, ребята из заречных улусов. Если они готовы на это,
их работодатели берут с большим удовольствием. Между тем, производственные практики проходят и в самом Якутске. Студенты проводят лабораторные исследования на качество строительного материала. Я работала в отделе контроля качества, то есть проверяла составы асфальтобетона, уже имеющиеся покрытия, да, по городу и по объектам. Это очень такая перспективная профессия. Дороги, они везде есть, то есть без работы я в любом случае не останусь. Да. Дороги будут строиться, будут ломаться, будут ремонтироваться, и вот поэтому я выбрала эту профессию. Также студенты автодорожного факультета проходят практику и за пределами Якутии. Например, на заводе группы ГАЗ, КАМАЗ. Будущих специалистов обучают конвейерной сборке и производству большегрузных машин. Запросы от предприятий растут. Запрашивают не только дорожников, но и таких специалистов, как логист, механик дорожно-строительной техники. Так ежегодно увеличивается спрос и разнообразие специальностей. А это значит, что студенты приобретают качественные навыки профессиональной деятельности. Марферина Алексеева, Иван Сорокаумов, Якутск. В День учителя в Москве выбрали победителей всероссийского конкурса «Учитель года». Якутии впервые за долгое время удалось войти в топ-15 лучших педагогов этого престижного события. Учитель физики Бердигистякской улусной гимназии Горного района Иван Дьяконов стал лауреатом конкурса. Также якутянин удостоился специальной номинации за воспитание человечности. Иван Герасимович работает в школе 5-й год. Ему удалось не просто попасть в число 90 финалистов, но и успешно представить республику на конкурсных испытаниях. В Москве он провел урок физики, обогнал конкурсантов в педагогическом диктанте, также выступил с проектом экспериментариев в сельских школах, площадок, где ученик, учитель и ученый работают вместе. Конечно же, у меня эмоции выше крыши, впечатления самые положительные. Я даже не ожидал такого результата. И плюс к этому такая высокая номинация за воспитание человечности. Мне кажется, это самое главное для педагога. Абсолютным победителем республиканского этапа я стал в прошлом году. Каждый победитель должен будет представлять честь республики вот на федеральном уровне. И вот как раз появилась такая большая честь представить республику в год педагога и наставника. Это большая радость, и я этим очень горд. В Гостином дворе также прошел 3-й Всероссийский форум классных руководителей и кураторов среднего профессионального образования, в котором приняли участие 26 педагогов из Якутии. В этом году форум не простой, а праздничный, как сообщили организаторы. Это практически кульминация событий года педагога и наставника, добавили в Минпросвещения страны. Форум направлен на повышение качества и престижа профессии учителя, а деловая программа была посвящена актуальным вопросам педагогики и воспитания. Всего на форум поступило более 60 тысяч заявок. Очень много площадок, очень много информации, очень много новинок мы здесь увидали, познакомились, увидали много нового. Поэтому я вот так выщипываю себе знания новые из работы заслуженных учителей, очень много почетных работников учителей. Очень интересные были мероприятия, круглые столы, были лектории и, конечно, много нового. Якутия! С Днем Учителя! Уруй Айхал! Вдохновить детей на постоянное пополнение багажа знаний – такой принцип лежит в основе обучения у педагогов экспериментальной школы «Арктика» в Нерюнгринском районе. Как сочетать культуру малочисленных народов Севера и современные технологии, расскажем далее. Экспериментальная школа-интернат «Арктика» с углубленным изучением предметов гуманитарно-культурологического профиля была открыта в 1999 году в Нерюнгринском районе. За эти годы в школе прошли обучение более 1000 детей, представителей коренных малочисленных народов не только из северных районов нашей республики, но и других регионов. Наша школа уникальна тем, что у нас обучаются дети, представителей 5 представителей коренных малочисленных народов Севера. Долганы, Чукчи, Кагиры, Эвены, Эвенки. Наша главная миссия, чтобы каждый из детей почувствовал свою принадлежность к своему народу, к своей нации. И чтобы каждый ребенок чувствовал гордость за свою культуру, за свой язык. И в будущем все-таки хотели бы, чтобы каждый ребенок изучал не только свой язык, но старался как-то повысить свой уровень
образования, чтобы каждый ребенок в паре, да, со своим педагогом повышал качество образования. Каждый ученик Арктики прекрасно понимает, что он – это будущее Севера и его коренных народов. Выпускники Арктики отлично адаптированы к современной глобальной культуре, но в то же время ценят традиции и культуру своих народов. И самое главное – гордятся тем, что они наследники богатейшего достояния народов Севера. Дети очень хорошие, добрые. Каждый индивидуальный ребенок развит по своим традициям, обычаям. Да, я много узнала, я сама с Бурятии. И мне очень нравится, когда в детях воспитывается любовь к своему народу, к своему искусству, к традициям, обычаям своим. В школе сохранение традиционной культуры гармонично сочетается с современными формами обучения, а новые технологии и методики теперь используются даже при изучении привычных предметов. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. Работников НВК «Саха» вручили награды. В рамках 60-летнего юбилея за освещение крупных мероприятий, за передачу достоверных и оперативных данных работникам телекомпании вручили государственные и ведомственные награды. За выдающийся вклад в развитие телевизионного вещания и многолетний плодотворный творческий труд присвоили почетные именные звания сотрудникам компании. НВК «Саха» – единственный канал в Якутске, который вещает на якутском, русском, государственном языках, а также на языках малочисленных народов Севера. Ежедневно телеканал производит оригинальный контент. Это информационные выпуски, а также развлекательное вещание, телесериалы и ток-шоу. Национальной вещательной компании работаю с 2004 года. С того периода много что изменилось. Появилось несколько студий новых, обновилась техника, все поменялось. Национальная вещательная компания имеет очень значимую роль в республике. Все телезрители смотрят, узнают новости, погоду, все, что происходит в республике. 50 лет в любви и согласии, рука об руку. Кристина и Гаврил, как и в далеком 1973 году, сегодня отмечают золотую свадьбу. Уважаемые супруги родились в Ямиконском Улусе и играли в одном дворе. Гаврил Иванович 30 лет проработал механизатором, всегда перевыполнял планы, был победителем социалистических соревнований. Кристина Ананьевна работала поваром детских учреждений и дояркой в совхозе, была маяком среди трудового коллектива. Несмотря на возраст, Кривошапкины в своем хозяйстве держат 10 голов крупного рогатого скота. Для своих детей и внуков они всегда яркие примеры, и в торжественный момент они благодарны своим любимым родителям. 6 детей родили, 23 внуков подарили и 5 правнуков-то иногда. Всегда мы вместе ходим на работу, всегда вместе, все сделаем вместе. Так, хотела бы молодым, чтобы они жили, продолжали нашу жизнь, как мы прожили. Вот. Автограф души. Выставка под таким названием открылась в Национальном художественном музее. Она посвящена 95-летию со дня рождения якутского художника-графика Олега Ковалевского. На выставке представлено более 80 работ художника. Какие именно, расскажет Мария Кардашевская. Олег Ковалевский вошел в искусство Якутии в 60-е годы. Он был одним из первых выпускников Якутского художественного училища, которые в те годы стали фундаментом изобразительного искусства Якутии. Сначала он занимался живописью, а затем открыл для себя графику и стал заниматься ею, что и сделало его работы поистине шедеврами якутской графики прошлого столетия. На этой выставке мы показываем и первые работы, которые он сделал, и работы, созданные незадолго до его ухода из жизни. И она включает в ретроспекцию очень такую и портреты, и жанровые вещи. И самое главное – это пейзажи. На выставке представлено более 80 работ автора. Преимущественно они выполнены в пейзажной тематике. Художник любил писать картины на природе и специально для этого выезжал в разные места Якутии. Он очень любил природу, очень любил реку Лену. И каждое лето с семьей, с друзьями выезжал на речку. У него была моторка, мотор, все приспособления, то, что необходимо было для таких поездок. И он подпитывался, наверное, этой энергетикой, красотой природы нашей якутской. Он безумно любил это все и потом отражал это в своих работах.
Одной из особенных работ Олега Ковалевского родные и близкие называют картину «Старый город», которая выполнена в технике линогравюра. На ней изображен Якутск конца 60-х, начала 70-х годов. Опознать местоположение можно по изображенной на ней Никольской церкви на фоне Чучурмурана. Таким образом, мы можем сделать предположение, что картина написана с проспекта Ленина, а здесь находится будущая улица Октябрьская. Всего в коллекции музея находится более 140 работ художника. Их с особым трепетом передали родные автора, которые стремятся сохранить память о выдающемся художнике прошлого столетия, выведшем якутскую графику на всесоюзный и международный уровень, сделав ее Якутской графической школой. Мария Кардашевская, Иван Сорокаумов, Якутск. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Мы продолжаем следить за развитием событий. Ну а я с вами на этом прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире.